Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Что ждет, что будет, что по судьбе на будущей неделе, что принесут и чем порадуют следующие 7 дней. Если тема интересна, присоединяйтесь, загадайте, пожалуйста, на себя, так и спросите, что ждет меня, что мне по судьбе на будущей неделе. И давайте будем смотреть. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересно. Неделька непростая. Вы будете очень заняты. Вы будете заняты и работой, и личной жизнью, и с детьми кто-то будет возиться, а кто-то будет возиться с родственниками, особенно пожилыми родственниками. У вас, знаете, как говорят, и минутки не будет, чтобы присесть. Вот так, знаете, вот навалится, и чем больше вы делаете, тем больше на вас наваливается. И вы прям чувствуете, что летите прям тар-тарары со всеми этими проблемами. Но вы не должны бояться. Во-первых, вы совсем справитесь. Во-вторых, все свои дела, задачи вы осилите, сделаете, доделаете, порядок наведете. И в-третьих, мои милые, у вас в эту неделю образуются просто невероятно прочные связи. Связи с теми, с кем вы будете кооперироваться, сотрудничать, работать, общаться, какие-то дела вместе делать. Очень хорошее время для того, чтобы наладить прочные союзы, укрепить уже существующие, ну и, конечно же, вывести отношения на более высокие уровни. Неважно, работа, семья, любовь, неважно. Важно, что вы как светоч идете. Человек, который притягивает любовь, притягивает дружбу, притягивает добрые сердца. Это хорошо. Энергия у вас очень положительно идет. Несмотря на то, что будете уставать, несмотря на то, что будете просто валиться с ног от усталости, все равно вы совсем справитесь. Вы должны это знать. Главное, что вы не должны перекладывать свои обязанности на других. Именно в эту неделю рассчитывайте только сами на себя. Поверьте, если вы кому-то что-то будете поручать, либо просить за вас, либо для вас делать, люди будут делать плохо, либо не будут делать вообще. И вам придется либо нагонять, если человек не сделал, либо переделывать, если человек сделал плохо. К сожалению, именно вот так это и выглядит. Я вас предупредила, я надеюсь, вы меня услышали, хотя бы приняли к сведению. Это очень важно. Давайте пойдем по порядку. Здесь по куриным лапкам, здесь погоня с деньгами идет. Будете бегать, будете добиваться, чтобы вам денежки дали. Дали, выплатили, перечислили, перевели на ваш счет. То есть придется походить, придется покопать, поискать, на нужные кнопочки надавить и добиться того, чтобы ваши денежки были в вашем кошельке, либо на вашем счету. Вот, поэтому, мои хорошие, да, не просто будете прям добывать эти денежки, но вы их добудете. Вот, кто решит у меня сдаться, но я, во-первых, таких не вижу. Ну, мало ли, вдруг такие мысли у вас пойдут, да, что я голову морочу, все равно-то денег нет. Мои хорошие, вы просто отодвинете эти события на следующую неделю. Поэтому лучше поднапрячься, да, и свое получить. Так, не затягивайте эти процессы, это нехорошо. Нехорошо, и, в принципе, там, знаете, как переживать будете, это не надо. Так, по здоровью. Вам некогда болеть.
вам некогда болеть, вот банально некогда. Даже если где-то что-то, не дай бог, вы просто на это не будете обращать внимания. У вас нет времени на то, чтобы думать о себе, о том, чтобы о себе заботиться. У вас вон прям целая очередь, да, с кем нужно пообщаться, кому нужно помочь, что для кого сделать. Вот. Энергетика хорошая, энергетика мощная, вы сможете преодолеть все там болячки, да, либо какие-то не очень прозрачные состояния. Поэтому тут заморачиваться вы точно не будете. Кстати, будете переживать за здоровье пожилых людей, по крайней мере, там, здоровье родителей, здоровье, может быть, там, бабушек, дедушек, там, тетушек, дядюшек. Вот там будете переживать. Возможно, даже будете участвовать, да, в каком-то квесте по закупке каких-то важных, нужных и полезных медикаментов. Может быть, не одну аптеку вам придется посетить, либо приложить усилия для того, чтобы получить рецепт на искомый препарат. Но, тем не менее, я вижу, что справитесь. Вы такой человек, вам палец в рот не клади. Если перед вами поставить задачу, то вы ее, конечно же, выполните. И выполните на твердую 5. Вот, идем дальше. Что касается семьи. Семья, близкие люди, родные и любимые. Кто у меня в отношениях? Ваш супруг, ваш партнер в эту неделю будет вам помогать. Несмотря на обстоятельства, кто-то вот там ругается, ссорится, либо уже поругался, поссорился. Тем не менее, человек, увидя вашу колоссальную занятость, постарается преодолеть себя, преодолеть какие-то свои внутренние противоречия, да, в плане вас, и будет как может, как умеет помогать. У кого-то это будет официально, открыто, вот так прям придет и скажет: так, давай, я вот это делаю, либо то-то узнаю. Вот. А у кого-то отыграется наоборот, что человек тайным образом будет потихонечку вам помогать. Помогать так, чтобы вы особо там не знали, чтобы вы там вдруг не подумали, что он вас там простил и не обижается, но будет помогать. Это хорошо, это похвально, это молодец. Молодец, запомните. Присмотритесь, ведь есть в нем что-то очень-очень хорошее и доброе. Если вы просто встречаетесь, вы недавно познакомились, то здесь мужчина постарается войти в ваше положение. Возможно, такой разговор у вас состоится, что я все понимаю, ты очень занята, у тебя очень много дел, я могу подождать, у меня нет никаких претензий, хочешь, будем общаться в интернете, будем там по переписочке, по смс-очкам, я все понимаю, я буду ждать, делай свои дела, если могу, то помогу, рассчитывай на меня, и в том же духе. Приятно, это будет вам приятно. Для тех, кто находится на расстоянии, то есть ваш любимый человек где-то там далеко, а вы, например, здесь боретесь со своими проблемами. А здесь вот как раз все выйдет наоборот. Я вижу человека с пикой, то есть человек может закидывать вам претензии и говорить: как же так, почему ты не выходишь на связь? А где ты есть? А с кем ты есть? Здесь в голову ударит ревность. И ревность настолько острая, настолько, понимаете, безглазая, что ваши аргументы, ваши там какие-то доказательства, ваши подробные объяснения, просто будут проходить мимо. Это очень плохо. Люди в отношениях должны друг другу доверять. Люди должны, хотя бы, если не помогать, хотя бы сочувствовать, да, если навалились проблемы и дела. А вот ваш, к сожалению, не поймет. Вы попробуйте с ним поговорить на чистоту. И важно разобраться, откуда ветер дует. Ведь не просто так он вас ревнует. Не просто так. Может быть, какую-то фоточку вы опубликовали не ту. Может быть, он с кем-то пообщался накануне, и человеку о вас рассказали небылицы, либо какие-то вообще гадости могли рассказать. Поэтому нужно искать именно причину. Но вам будет некогда, и, скорее всего, вы тоже станете в позу. Возможно, вы не рассоритесь, но холодочек между вами пойдет, мои хорошие, пойдет. Здесь я не могу сказать, кто прав, кто виноват.
Ну, как так сложились обстоятельства, либо сложатся обстоятельства. Не спешите расстраиваться, эта ситуация будет временной. Скорее всего, суббота вечер, либо воскресенье вы уже договоритесь, помиритесь. Ну, по крайней мере, ревность подостынет к этому времени. Так, для тех, кто у меня без партнера, для тех, у кого отношений нет. Вот смотрите, противная ситуация. Вам очень некогда. Вам некогда заниматься личной жизнью. Вам некогда даже привести себя в порядок. Накраситься, мейкап сделать, да, там, одежду одеть там, специально красиво подобранную. Некогда, просто некогда. Вы вот встали и бегом по своим делам. Вот, даже и вспомнить не можете, расчесывалась я или нет. Ну, прям у кого-то так и отыграется. И тут, как назло, мужики аж попрут. Девочки, они будут просто вот толпиться, приставать, зазывать вас на свидание, закидывать вас комплиментами, ну и всячески вами восхищаться. Честно, вы будете в недоумении. Вы так и скажете: как так? Вот хожу я нарядная, с иголочки одетая, вся такая напарфюменная, накрашенная, уложенная, да, и мужики такие все холодные, там внимания не обращают. А тут я замученная, тут я нечесанная, и они прямо аж пищат, к вам просятся. Вот такой абсурд. Вам будет это очень сложно понять, а я вам раскрою секрет. Вы понимаете, вы будете настолько естественны, что ваша естественность, она сработает как самый мощный магнит. Когда же вы при параде, вы недосягаемая для этих мужчин. Они вот смотрят на вас, восхищаются и думают: о нет, такая королева со мной не пойдет, 100% не пойдут, не буду и рисковать. А когда вы, естественно, еще и такая замотанная, хотела сказать замученная, может кто-то и замученный будет выглядеть, но неважно, не суть. Вы понимаете, вы как проще становитесь, да, и нету вот этого горделивого взгляда, нету вот этой прям походки от бедра, да, там этой ровной спины горделивой, этого нет. Поэтому мужички и попрут. Девочки, это вам, кстати, хороший урок. Хотите с мужичками общаться, хотите более расширить свой круг общения, вот именно с мужским полом, вот, не красимся, одеваемся поскромнее, и ведем себя поестественнее, и мужики попрут. И это такой ваш рецепт, как расширить круг общения. Ну ладно, вам некогда, мужики прут, будете тут отбиваться, но с кем-то таки договоритесь, возможно, даже несколько свиданий назначите. Но не на эту неделю, а скорее всего на следующую. Ну, девочки, кто посильнее, скорее всего суббота-воскресенье, возможно, пойдете на свидание. Но честно скажу, не рекомендую, ведь вы будете думать: а все ли я сделала? Так, что у меня осталось? Будете подводить итоги, будете просчитывать следующие свои шаги. То есть вы сконцентрироваться на свидании, на своем партнере просто не сможете. Поэтому берите паузу, назначайте смело все свидания через неделю, и все будет хорошо. Так, по поводу еще семейной жизни. Девочки, кто в паре, в браке давно, и у вас уже, скажем так, угли немножечко подугасли, вот, ваш мужчина, как назло, будет требовать интимной близости. Ну, ваш муж, да. Вот, то спокойный был, не трогал, не приставал, а то прям и давай. Вот, а вы уставшая, вы там забегавшаяся, вот, возможно, даже грубо ему откажете. Этого делать не стоит, просто стоит, ну, объяснить, как есть, что у меня нет ни сил, ни желаний, хотя я не против, да, давай просто назначим день, да, будем по графику. Вот, прям потянется, и это будет очень для вас неожиданно. Мужчину вашего очень сложно будет остудить все его эти страсти и порывы. Так, на работе мне не нравится тут один персонаж. Не могу четко сказать, мужчина или женщина, но характер стервозный, очень стервозный
я бы даже сказала, агрессивный в какие-то моменты. Человек не умеет общаться. Человек, как что, переходит в крик. Крик, который просто оглушает. Да, сложно поверить, что человек может издавать такие ужасные звуки. Вот. Будьте поаккуратнее, будьте побдительнее. Возможно, у этого человека будут к вам претензии. Либо этот человек, прям захочет с вами что-то повыяснять. Я вам не рекомендую ругаться с этим человеком, рекомендую просто избегать конфликтов и столкновений. Вот. А для тех, кто работает с людьми, с большим количеством людей, я так понимаю, клиенты, либо заказчики, возможно, здесь могут быть обратные ситуации, когда люди, видя вашу занятость, видя ваше проблемное лицо, назовем это так, будут стараться вам сказать хотя бы добрые слова, но кто-то будет даже предлагать помощь. Помощь я не вижу, что вы будете принимать, скорее вы будете чувствовать себя хорошо, да, теплота на сердце пойдет от того, что столько много неравнодушных людей. Людей, которые и хотят, и могут, и предлагают, да, за бесплатно свою помощь. Это будет приятно, очень-очень приятно для вас. Так, у кого свой бизнес, кто работает сам на себя, бизнес будет страдать. Честно, бизнес в эту неделю будет страдать. Слишком много дел, слишком большая занятость. Какие-то дела вы отодвинете по бизнесу, какие-то задвинете, а какие-то проигнорите. В принципе, не критично, но у кого стоят реальные цели, задачи, все-таки старайтесь выделять время и на свою работу. Даже если бизнес очень маленький, даже если вы фрилансер, да, человек, который работает сам на себя, работой нужно заниматься. И это не тот случай, как в пословице, да, работа не волк в лес не убежит. Ваша может убежать. Чтобы этого не случилось, вы себе там критические точечки наметьте, да, и обращайте на них внимание. Не упускайте из виду, но и старайтесь все-таки свои прямые какие-то срочные важные обязанности выполнять. Это очень важно. Так, и еще момент. У кого есть помощники? Я не могу сказать, кто это человек, помощник. Может быть, на работе у вас помощник, может быть, в бизнесе помощник, может быть, по дому, по хозяйству у вас есть помощник. Вот, что-то этот человечек затеял не то. Какие-то мысли неправильные. Поступки могут быть... как бы это помягче сказать, вредоносные, скажем так, да, вы не спешите расстраиваться, да, но человек может в порыве желания помочь, в порыве, скажем так, облегчить ваше существование, может совершить непоправимые ошибки, либо какой-то даже урон нанести вашему делу, либо вашему хозяйству. Вы этого человечка лучше вот с понедельника, прям с утра предупредите и прям так строго-настрого скажите, что без меня, без моего ведома, без моего разрешения никаких действий не осуществляй. Вот. И это будет хорошо. Это будет хорошо. Тогда не будет проблем, тогда все будет четко. Вот. А если не предупредить, знаете, вот человек думает, ей некогда, что я ее буду отвлекать, сейчас вот сам потихонечку что-то сделаю. Начнет делать, не получится, наперекосяк пойдет. И действительно может быть вред на ровном месте. А если бы человек с вами посоветовался, наверное, вы бы дали хорошие, правильные указания, и этой бы неприятности не случилось. Так, идем дальше. Здесь очень интересное событие у вас есть, связано с какими-то домами, казенными домами, учреждения, банки, госучреждения. Вы вот идете туда по одному делу. Вот смотрите, да, вы идете с одним цветочком, а возвращаетесь как будто бы с букетом. То есть вы пойдете по одному делу, но при этом вы сможете сразу еще несколько дел решить. Это очень, кстати, полезно будет для вас. Возможно, не только для себя решите, но и для кого-то из ваших близких, из вашего окружения. Вот именно в казенном доме вас ждут самые яркие дела, да, самые яркие победы. Не бойтесь
идите и не бойтесь требовать, просить, настаивать. Вам дадут. Именно в эту неделю вам дадут, вам помогут, вас поддержат. Ну и вы будете при результате. Причем, ну, я так смотрю, колоссальном результате. Да, если сравнивать с идеей, либо с замыслом, да, почему вы туда пошли. Следующий момент. Момент общений. Некогда вам будет особо общаться с родственниками, но какие-то телефонные переговоры я у вас вижу. По телефону будете говорить. Возможно, вечерами, возможно, какими-то урывками. Но вот с кем-то вы договоритесь. Договоритесь о чем-то, договоритесь, о ком-то договоритесь. Это тоже идет как какая-то ваша маленькая победа. Так, вы также должны понимать, что очень много людей от вас зависят, либо смотрят на вас и ждут именно вашего результата. Не подводите ваших близких, не подводите тех, кто от вас ждет. Очень важно себя проявить, о себе заявить. Ведь именно эта неделя сделает атмосферу вашей жизни до конца года. Насколько эффективно вы ее проживете, насколько вы сможете отстоять себя, свои интересы и свои задачи, настолько до конца года вы будете получать от этого бенефиты. Вот, постарайтесь именно для себя, в первую очередь для себя, для своего душевного спокойствия. Работайте, мои хорошие, ничего не бойтесь, никого не бойтесь и не опускайте руки. Все будет замечательно. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.